Добрый вечер, друзья. Мы в преддверии великого праздника 20-летия победы в Отечественной войне 1992-1993 года. Мы хотим вспомнить некоторые хотя бы материалы из архива, посвященного добровольческому движению и Конфедерации народов Кавказа во время нашей войны. Сегодня гость нашей первой передачи, наша передача так и называется «Вместе через беду 20 лет спустя», потому что передача, которая была посвящена добровольчеству абхазскому во время войны, она так и называлась «Вместе через беду». Эту передачу эпизодами многие помнят, но названием, возможно, что не многие помнят, и поэтому мы пытаемся освежить память многих людей. Тем более, что я хочу сказать, что когда появилась эта передача, уже Абхазия практически была разделена на две части. Часть Абхазии была оккупирована, и поэтому вещание нашего телевидения, оно происходило в Гудауте. Восточные районы Абхазии вообще не видели абхазский телеэфир, и в том числе не видели эту передачу. Мы поговорим обо всем этом, наверное, дальше, а сейчас я представляю гостя нашей первой программы, первой передачи, президента Конфедерации народов Кавказа, человека легендарного, человека, которого в Абхазии от мала до велика знают все, да знают все на Кавказе за пределами Кавказа, Муса Мухамедович Шанибов. Добро пожаловать. Спасибо, Ира. Я приветствую вас. И мне приятно именно ваше приглашение. Мне приятно, что эта передачу, серию передач, которые, возможно, будете делать вы. Вы одна из 6 легендарных абхазских девушек, которые пришли к нам в оперативный штаб Конфедерации горских народов, потом он стал Конфедерация народов Кавказа, и которые добровольческому движению в Абхазии в тяжелых условиях заменили родителей, братьев и сестер. На ваших глазах это происходило. Вы знаете о добровольцах не по рассказам, вы с ними общались, вы их учитывали, вы им помогали, вы их выручали. Поэтому я вам искренне благодарен за начало разговора. А это чудо, которое абхазский народ совершил, и наша помощь, второе чудо, которое в определенной степени способствовало победе абхазского народа, заслуживает, чтобы было зафиксировано на пленках телевизионных, пока живы непосредственные участники, и чтобы те материалы, бумажные, которые мы имеем, чтобы они были собраны и предоставлены потомству, потому что впереди у нас есть проблемы. Сама программа «Вместе через беду», это была субботняя программа, часовая, а иногда мы выходили за рамки этого времени, делали большую передачу. Это программа, через которую в Абхазии узнавали добровольцев, ярких героев, ярких ребят, и их качества, их заслуги, их помыслы, с которыми они пришли в Абхазию и так далее. И вы знаете, поскольку условий таких нормальных работать на телевидении в то время тоже не было, когда, зародилась идея. Идея эта появилась когда? Вы приехали в Абхазию, помните, в Гудауту, и 24 октября 1992 года был основан оперативный штаб Конфедерации народов Кавказа. И после того, как штаб начал работать, как раз-таки у меня появилась идея создания передачи специальной, и это стала передача «Вместе через беду». Я просто хочу обратить внимание на заставку, зрители, которых посмотрят, чтобы они понимали, что мы решали очень просто, хотя решение простое, но здесь и символическое очень. «Вместе через беду». Понятно, вместе с кем, потому что в первом
первые дни уже тяжелые войны, значит, появление добровольцев в Абхазии через перевалы, потом через Псол, это как раз-таки сделало нас сильнее, увереннее и так далее. И понимая это, как раз-таки передачу мы назвали таким образом. И вы видите за этими буквами горы наши, и оттуда выглядывает солнце, лучи солнца. Это мелодия, которая звучит, я хочу напомнить, это очень известная в 80-х годах, значит, мелодия «Одинокий пастух». В некотором одиночестве могли оказаться мы, ситуация была очень такая грустная, печальная, опасная, трагическая, и вот лучи солнца оттуда из-за гор. Так что, когда мы начинали эту передачу, мы все это учитывали, но теперь уже я хочу задать вам очень важный, кстати, большой вопрос. Конфедерация народов Кавказа. Очень много говорят о роли конфедерации, которая вначале называлась Ассамблеей. Я хотела бы услышать вот такой вот вопрос, вернее, ответ на него. Зародилась конфедерация в связи с новыми историческими реалиями, условиями в Советском Союзе, накануне падения Советского Союза, или же конкретный, очень острый вопрос такой, как, скажем, абхазский, осетинский, стали источниками зарождения такого движения и создания такой организации? Ирочка, я должен сказать, такой вопрос мне задается, к моему удивлению, впервые. И всем участникам деятельности конфедерации, и всем участникам Отечественной войны Абхазии надо было бы знать ответ на тот вопрос, который вы поставили сейчас. Это было бы важно и для нашей передачи. Здесь символически 20 лет спустя. Мы счастливы, что 20 лет тому назад, когда вы начинали эту передачу, мы не предполагали, что продолжим эту передачу с грифом 20 лет спустя. Но тогда Абхазия в этих тяжелейших условиях, к чести Владислава Адзенба, тогда вы сумели организовать Абхазии не только телепередачу, издавалась конфедерация, орган конфедерации, издавалась СОСРО, кабардино-абхазское издание. Значит, мы, кроме того, я объездил все свободные села, встретился с беженцами из Ачимчира, из Кварчала, оккупированных территорий. То есть мы идеологически работали. А это важно. Дело в том, что мы все же такие, я представляю в какой-то степени, и вы тоже, советское время. Нас учили, например, наш великий мудрец говорил, что идеи становятся материальной силой, если ими овладевают массы. Следовательно, мы в этой ситуации, сложившейся ситуации, нам важно было давать населению, подрастающему поколению, тем, которые шли на дежурство на фронт, дать им идею. Это идея единства, идея нашей непобедимости, идея будущей победы. И поэтому ваша передача, которую вы продолжаете сейчас, это счастливая передача, чтобы мы рассказали сейчас за эти 20 лет, с чего начиналось и как все это было. Это великий радостный день и украшает наш праздник, юбилей 20-летия. В науке, в социологии принято, и в политологии принято, да и в исторической социологии, что на вызов народа отвечает его мыслящее меньшинство. Дело в том, что идет новое ужасное время, новое испытание для нас. Осознали, к моему глубокому удовлетворению, прежде всего, наверное, чеченцы и абхазы. Когда они начали в одиночку или небольшими группами выезжать на Северный Кавказ из Абхазии, и когда чеченцы и кабардинцы начали сюда прибывать, особенно после университетской войны, Иса Арсамиков первый сюда пришел, чеченец, и Аслан Мирзоев до него через Сваничу сюда пришел. Это было удивительно какое-то чувство, может быть, это даже, говорят о зове крови, но это было что-то архетипальное, может быть, недостаточно осознанно, но предчувствие будущей беды и необходимость объединиться, чтобы эту беду встретить.
Получилось так, что я был паровозом работников в Малой Кабарде, пересадил достаточное количество, и я увидел, что если пойдем по этому пути, то эта система погибнет. Я в молодом возрасте, мне было обещано генеральское звание, что в республику меня заберут и так далее. Я ушел оттуда, пришел в наш университет и создал теорию молодежного коллективного самоуправления. Когда великий ректор нашего университета Тластанов понял эту идею, и мне внедрили это в нашем университете, создали, получилось так, что я тогда не понимал, что делают, что происходит. В это время в Японии, в Toyota, создавали малые предприятия. В это же время в Начике мы создали малое государство на основе самоуправления. Государство коллектива. Со всеми функциями только на основе самоуправления, добровольности. И в общежитии, где проживало 2000 студентов, в течение 2 лет категорически исчезла отклоняющееся поведение, девиация, так называемая. И нам пришлось переделывать это самоуправление в развлекательную организацию. А затем я выехал за пределы нашей республики, от Мурманска до Улан-Удэ внедрял. И везде это работало. И вдруг приходит ко мне Махрадзин Катоев, а я докторство заканчивал, запер себя в санатории, вдруг приходит и говорит: нам надо поехать в Абхазию, но, говорят, в Хасе Шарипов не разрешает. Я говорю: мне ничего не сказали. А я ему говорю, мы однокашники были по Ростовскому университету, юридический факультет, мы кончали с ним. И он говорит: нам надо поехать. Я говорю: ты не разрешаешь. А потом мы это обсудили, собрание Хасы. И что интересно, сейчас надо об этом сказать. Сейчас Грузия ведет эту же политику. Приглашает студентов, школьников, аспирантов снова в Грузию. Они налаживают связи со Северным Кавказом. Тогда они это делали. И у нас Хасы оказалось, кабардинцы Хасы управляли те, которые защищались, были в аспирантуре в Грузии, и что они сказали? Имена я называть не буду. Они хорошо известны в Абхазии. Они сказали: Абхазию мы не знаем, мы знаем Грузию. Ради Абхазии мы ссориться с Грузией не будем. Но я один, я добился, пусть кто хочет едет, я приехал. Мы приехали, и теперь смотрите, 7 народов мы собрались. Теперь у меня что было? У меня был вот этот опыт. Если на основе желания, самоутверждения создать вот такую организацию, эта организация может решить любую задачу. И вот многие сейчас, наверное, передачи будут смотреть, если вы не уберете. Здесь, допустим, Вогуа Алексей, Геннадий Аламия, Сергей Шамба и другие. Когда мы собрались, именно абхазские товарищи предлагали: вот сейчас давайте мы назовем вот наше собрание собранием для создания оргкомитета, для собрания съезда. А я навязал и сказал: вот это мы собрались, это съезд, мы избираем органы. Интеллигенция полно было в актовом зале Союза писателей, и великий Бараченко был тогда единственный, кто к нам подошел, и с которым мы встретились, и тогда удалось ассамблею создать. Ну, больше всех я, наверное, там шумел, и я там стал председателем Координационного совета. Зураб Ачба был избран председателем Третейского суда. Махрадзин Катоев, чеченец, он был управлял советом старейшин. И теперь смотрите, мы потом распределили и сказали: следующий съезд в 90-м году провели в Нальчике. Я там с основным докладом выступал. И мой доклад назывался «Прощай оружие». Помните, в Европе это было после Первой мировой войны модно. И я доказывал, что мы воевали много и долго, но кроме беды мы от этой войны не получили. «Прощай оружие». Там осетины, болгарцы пришли, собрать хотели съезд. В общем, мы преодолели это, но мы тогда поручили чеченской делегации усовершенствовать положение. Мы знали, что наспех мы это положение, документы ассамблеи были вскоре составлены, надо было их усовершенствовать. А потом я юрист все-таки, а потом занимаюсь политологией, социологией занимаюсь. Параллельно
чеченцы готовили, и в 91 году мы собрались на третий съезд здесь, в Сухуме. И Залимхан Яндельбиев, второй президент был, он доложил, какие изменения выносит в положение ассамблеи. А я сказал, есть кабардинский проект, нам нужно ассамблею переобразовать в конфедерацию. Я исходил из того, что ассамблея – это ассоциация общественных организаций. Я хотел придать по опыту наших народов, который однажды Шамиль объединял, потом Горская республика была объединена, Пшамах-Хукоцев был ее премьер-министром, тоже кабардинца, выпускник Петербургского юридического факультета университета, а затем и при советской власти была создана Горская республика. Я это все аккумулировал и сказал, а республику мы не могли, так как это народы были, а не государства. Я предложил конфедерацию народов, горских народов Кавказа. Мы вот в Ишерах, в спорткомплексе, в Олимпийском спорткомплексе, мы начали обсуждать и единогласно отказались принимать мое предложение. Даже мой друг Геннадий Алами сказал мне так. Муса говорит, люди скажут, что вы предлагаете конфедерацию, потому что вы знаете, что вас изберут его президентом. В ответ я сказал, тогда я снимаю с себя обязанности председателя Координационного совета, выхожу из движения, делайте, что хотите, я пошел спать. 4 часа я ушел спать. Но аргумент какой был? Почему не хотели? Вот когда, помните, вы в прошлый раз здесь конфедератами здесь собрались, Алексей Голуба, которого здесь сидел, мы разговор вели, он говорит, я до сих пор, говорит, не пойму, почему все были против конфедерации. Хорошо, а вот какая главная задача была, несмотря на все эти противоречия, вот это объединение на этом этапе? Главная была, смотрите, из чего я исходил. Я понимал, что ассамблея была достаточно, вот как я сказал, для пропаганды идеи нашего единства, взаимопомощи и так далее. Но если становится эта конфедерация, это была первая зачаточная государственность, которые имели определенные функции, пусть псевдогосударства, но, по крайней мере, там должны были быть совершены определенные действия в практическую защиту интересов наших народов. Точно так и получилось. Но у конфедерации было, скажем так, мало времени для того, чтобы собраться силами, чтобы в другой ситуации, с другими ресурсами, с другим потенциалом встретить войну в Абхазии. Нет? Ирочка, значит, смотрите, что дальше происходит. Теперь, когда все-таки всю ночь они не спали, утром в театре начинается съезд, в 9 мы начинать, не можем начать, нету того нету. В 10 часов их нету, потом пришли и говорят, приняли ваше предложение. И тогда мы создали конфедерацию. Мы создали его с президентским советом, с Кавказским парламентом, с Третейским судом, службой безопасности, комитетом обороны и так далее, и так далее. То есть мы это поразительно, мы не упустили, мы быстро это сделали. И теперь смотрите, мы его создали 1 ноября, 2-3 ноября мы поехали в Шапсугию, там выступал председатель парламента Юсуп Сосламбеков и говорит, Шапсугия, говорит, до сих пор было вас 10 тысяч, сейчас 5 миллионов и 10 тысяч. Вы не можете представить, конфедерация, это прозвучало как государственное образование. Благодаря абхазской интеллигенции удалось Верховный Совет СССР убедить, и мы провели в 90-м году съезд малочисленных народов Советского Союза, 43 народа мы там собрались. Мы там создали ассамблею малочисленных народов СССР. А президент конфедерации, я его вел. А там был Нишанов, председатель Совета национальности Верховного Совета СССР, Абдул-Латипов, РСФСР, Юрий Калмыков, председатель комитета по законодательству и так далее. Вот такой руководящий состав Советского Союза. Этот Верховный Совет СССР понял, что за конфедерация и что народы Кавказа хотят. Мы были миротворческой организацией. Мы в Махачкале проводили заседания
парламента и президентского совета, приезжают туда южно-осетинская делегация и говорят: 3 года христианский мир не мешает, Грузии нас уничтожают. И если конфедерация нас спасет, мы принимаем ислам. Можете представить себе, до какого состояния народ был доведен? Приезжает батальон Арзенба, абхазский батальон, и смотрит, что происходит. В течение 1 дня мы прекращаем 3-летнюю войну уничтожения южно-осетинского народа. Абхазия набирает авторитет через конфедерацию, и авторитет конфедерации растет. И таким образом получилось, что когда война началась, теперь смотрите, когда в Южной Осетии это прекратили, я уехал изучать в Турции опыт университета по созданию малого бизнеса. Но смотрите, когда рули, первым председателем комитета обороны был генерал-майор, доктор философии, профессор Ким Македонович Цагулов Осетин. Он подойдет в отставку. Мы назначаем султана Сосналиева. Понимаете, что это значит? Султана Сосналиева. В это время, когда война началась, 14 августа я был в Стамбуле, и там 15 генералов там собираются, я им говорю: у нас есть министр обороны конфедерации, он будет в Абхазии. Когда я в Стамбуле об этом говорил, султан пересекал границу ПСО. Можете себе представить, вот какое совпадение событий, как мы предвидели и как мы не опоздали. Муса Мухаммедович, 24 октября 1992 года уже шла война, и вот в Гудауте по вашей инициативе был создан оперативный штаб Конфедерации народов Кавказа. Какова была главная миссия, главная задача? Значит, получилось так. Тут столько событий. Ельцин все силы делал для того, чтобы разогнать конфедерацию. Мне в Стамбуле сказали: не езжайте домой, вас там арестуют. Точно их предсказание сбылось. Меня арестовали. Я бежал, меня не отпустили, я бежал. А потом 50 тысяч кабардинцев, которые 11 дней стали в Нальчике, и в том числе и Абхазия поддержала, все-таки Россия меня отпустила, и я понял, что если там на наш зов конфедерации столько народу, добровольцев в тапочках через перевалы поехали в Абхазию, и они там героически сражаются, я не мог оставаться. Я был в Грозном, и я сел в вертолет и прилетел 19-го, после подготовки некоторых документов, как бы говорит, 24 числа мы создали. Нашей задачей было, во-первых, оказать помощь. Когда султан Сосналиев 15 числа пришел в Гудауту и создал штаб, Владислав Анзиба рассказывал. Ему говорят, вот какой-то полковник сидит там, и он штаб создал. А что за полковник? И Владислав рассказывал, я пришел, говорит, туда, оказывается, этого полковника я знаю. А полковник, я его в апреле, когда Госсовет подвел свои войска, мы приезжали с ним и знакомились с Арзенба. А что делает полковник, министр обороны конфедерации? Он не берет протянутую руку, по-военному отдает честь, говорит: товарищ верховный главнокомандующий, докладываем вам, что штаб обороны сформирован, и так далее, вот это сделано и сделано. И нам нужно было ему помочь в формировании абхазской армии, во-первых. А для этого надо было, чтобы те конфедераты, которые переходили, это уже на ваших глазах происходило. Вы это видели, как это происходило. Этих ребят надо было ассимилировать, вписать в сложную структуру Гудаута, расположение, где они располагались. Нам нужно было ими заниматься. Муса Мухаммедович, все-таки передача называется «Вместе через беду 20 лет спустя». Ну давайте 20 лет назад, вот мы посмотрим. Вы не хотите на себя посмотреть? О, это было очень время. Интересно, да, насколько вы изменились, мы изменились, и вообще как-то почувствовать дыхание того времени. Ну, давайте немножко вас послушаем.
конфедерация объединяет все свои войска, но мы здесь пошли очень гибким путем. Те небольшие разрозненные группы, которые вписались в абхазские отряды или начали, имеют опыт самостоятельного действия, мы их не трогаем. Мы им дали право, чтобы они, вот, например, выехал около 50 человек кабардинцев в Ткварчал, они очень неплохо себя там проявили. Ну и когда они сказали, что они хотят самостоятельно действовать, мы сказали, мы от вас не требуем, чтобы обязательно вы входили в войска конфедерации. Но ни один доброволец без ведома конфедерации, без ведома штаба быть в Абхазии, воевать в Абхазии и делать что-то в Абхазии не будет. Хоть он может воевать под командованием генерального штаба абхазской армии и может эти задания выполнять, но тем не менее нахождение в Абхазии и поведение в Абхазии, в особенности поведение в Абхазии, будет контролировать теперь войска конфедерации. Это означает, что мы имеем достаточно выросших воинов. Это означает, что мы имеем небольшой уже обученный офицерский корпус. Это означает, что мы имеем дисциплинированный уже определенный контингент. Абхазский народ должен знать, что сейчас для народов Кавказа нет важнее проблемы, чем победить здесь нам в Абхазии. Абхазский народ должен знать, что воле Всевышнего на плечи этого народа выпало не только защитить себя, проблему собственной защиты, но и защиты интересов всего Кавказа. И поэтому лучшие дети, лучшие сыновья Кавказа находятся здесь. Мы Абхазию должны сделать Швейцарией Кавказской. Самое великое чудо, которое мы совершили, это то, что мы не опоздали. В 1989 году, когда раздался этот стук, что малым национальностям придется объединиться, иначе их раздавят, и этот стук раздался, и именно это была мысль великих мужей абхазского народа, те, которые к нам обратились, и мы поняли, и приехали сюда, и провели эту ассамблею. Но то, что мы сделали, и эти наши фестивали, наши встречи, наши контакты, все, что мы сделали, ну, чтобы их оценить, понимаете, нужен был какой-то вот индикатор, какой-то, через который можно было это определить. Собственно, до 1989 года я знал одного живого абхазца. А теперь единственное, где я могу быть, кроме Кабарды, и забыть Кабарду, это Абхазия, это вот здесь. Там, где я чувствую, что я дома. Вот то, что мы сделали сейчас. Ира, дорогая, поразительно то, что все, что я тогда говорил, они проецируются и сегодняшнего, и на мою жизнь. Даже в одном из выступлений во время юбилея презентации книги о султане Сосноливой, я даже как-то сидя выступал, сказал, возможно, это мое последнее публичное выступление. Но небо решает по-другому, и снова я здесь. У меня дома в Начке все есть. Мне трудно уже пересекать эту дорогу и бывать здесь. Но я здесь для того, чтобы то, что тогда мечта, которая у нас была, и мечта, которая осуществилась в том смысле, что у нас есть свободная Абхазия, но что Абхазия строит свободное государство, современное государство, у которого будут учиться со временем другие народы и учиться приезжать сюда. Спасибо героям Абхазии, абхазскому народу, народам Кавказа, которые выиграли эту войну, и через 20 лет мы говорим о том, что то, о чем мечтали, сегодня реализуется. То, что с Абхазией было 14 августа, было похоже, если какие-то исторические параллели нужны, тут греки, наши соседи, и многие греки здесь живут. Значит, был такой случай в истории Греции, когда 200-тысячной армии Кира, царя Персии, противостояние совершил 300 спартанцев во главе с царем Леонидом. Спартанцы погибли, точно такое же было положение. Но спартанцы Абхазии не погибли, они победили. Ну, таким образом, спасибо вам огромное. Слава нашим воинам, слава добровольцам, слава всем, кто помог и принес эту победу. И вместе через беду сегодня мы пришли
к мирной ситуации, когда мы можем надеяться только на счастливое развитие, на самое успешное развитие, на большое будущее. Спасибо вам большое. Спасибо и вам большое.